Заявления Соловьева, конечно же, дают повод вопроса, неужели Соловьев сам не представляет, какая ситуация в этом смысле в Армении, и как армянская власть фактически нуждается вот в таких заявлениях, каких делал сам Соловьев, чтобы питать свою пропаганду о том, что Россия ведет против Армении гибридную войну и что Никол Пашинян борется с этой гибридной угрозой для суверенитета Армении. Мы знаем, что официальная пропаганда в Армении строена вот на этом, и фактически такие заявления, которые делает, например, вот Соловьев, просто питают официальную армянскую пропаганду. В этом смысле, я думаю, армянские власти и провластные круги в Армении должны просто поблагодарить Соловьева. В сущности, такой войны нету. Конечно, могут быть в России некие круги, которые будут заинтересованы в смене власти Армении, имеют свои бизнес-интересы в Армении. Такие круги были всегда, были и во время Роберта Кочаряна, и во время Сержа Саркисяна. То есть этот отрезок вопроса был всегда. Но не всегда в Армении манипулировали на эту тему и строили государственную пропаганду. Почему сейчас манипулируют на эту тему? Потому что власть, которая фактически проиграла войну и потеряла Нагорный Карабах, потеряла Арцах, просто пытается представить электорату хоть какое-то достижение. И пытается создать вот это достижение. В том смысле, что вот они борются за независимость и суверенитет Армении и борются в этом смысле российской гибридной угрозой. Они вот пытаются создать эту угрозу, но на самом деле мы видим, что в официальном смысле Никол Пашинян довольно-таки тесно работает с властью России и никаких заявлений об этих угрозах не делает, поскольку, я уже сказал, просто оснований на такие заявления в официальном уровне просто нету. Наоборот, мы видим, что российские экономические бонусы помогают Николу Пашиняну представлять обществу некие статистические росты в плане экономики, потому что если бы не были такие бонусы, то в экономическом плане достижения Никола Пашиняна довольно-таки не отличались бы от политических, так сказать, в кавычках, достижений. И кроме того, мы видим, что российская пропаганда, российские отдельные пропагандисты со своими этими заявлениями тоже дают уже пропагандический бонус Николу Пашиняну во время электорального этого цикла. Знаете, речь идет не о поддержке протестных движений как таковых, а о прагматичном геополитическом расчете. Баку заинтересован в ослаблении Ирана, прежде всего его северных регионов, которые в азербайджанском дискурсе искусственно обозначаются как Южный Азербайджан. С нашей армянской точки зрения это является территориальным притязанием против Ирана, по своей логике сопоставным с концепцией Западного Азербайджана, направленной уже против Армении. Азербайджан рассчитывает получить дополнительные рычаги давления на Тегеран и укрепить свою роль в глазах Израиля и отдельных западных центров силы. Знаете, я думаю, что для Ирана это логично, что прямая угроза национальной безопасности и территориальной целостности. Тегеран традиционно крайне жестко реагирует на подобные проявления внешнего вмешательства. Мы знаем от дипломатического давления до усиления мер безопасности и демонстрации силы на границе тоже. И не исключено и применение асимметричных инструментов влияния. Баку, по сути, ведет рискованную игру, довольно рискованную, и недооценивая пределы терпения и реальные возможности Тегерана. Знаете, для Армении дестабилизация Ирана несет комплексные долгосрочные риски. Иран для нас не просто сосед, а ключевое стратегическое направление, и любое серьезное ухудшение ситуации может негативно отразиться на транспортных коридорах, торговле, энергетическом сотрудничестве и транзитных возможностях тоже Армении, которые и без того ограничены, как мы знаем. И, кроме того, ослабление Ирана объективно расширяет пространство для более напористой турецко-азербайджанской политики в регионе. Иран традиционно выполнял сдерживающую функцию, особенно в вопросах затрагивающих изменений границ и геополитического баланса на Южном Кавказе. И его временное или долгосрочное, так сказать, выпадение из региональной игры может усилить давление
давление на Армению как в контексте так называемых коридорных инициатив, так и в военно-политическом плане. И, наконец, нестабильность в Иране может привести к трудно прогнозируемым процессам вдоль армяно-иранской границы, включая миграционные и гуманитарные риски тоже. Именно поэтому, с точки зрения Еревана, сохранение стабильного, суверенного и территориально целостного Ирана является не абстрактной внешнеполитической позицией, а прямым элементом национальной безопасности Армении. Изначально, когда был подписан документ ТРИПа, она не может исходить от армянских интересов. Потому что недавно даже президент Азербайджана Ильхам Алиев прокомментировал то, что мы добились принятия со стороны Армении логики Зангизорского коридора. Потому что Армения или США могут назвать это по-разному, могут назвать ТРИП или как угодно, нашему вкусу. Но логика от этого не меняется. Логика в чем состоит? То, что Азербайджану нужно было бесперебойные перевозки или логистику через сюникскую территорию Армении, которую они называют Зангизурским коридором. Они получают этот беспрепятствующий маршрут. Как они будут называть армяне, например, это будет называть коридором, трипом или что-то, это вообще сути не меняет. Поэтому я могу сказать, что это не исходит от интересов Армении, никак не исходит, потому что в дальнейшем это создает такую ситуацию, что для Армении могут быть чреваты очень сильными стратегическими последствиями. Если, например, там сложится такая ситуация, что следующие власти, например, Армении захотят пересмотреть передачу такого маршрута, это может послужить поводом для казуса белли, поводом для войны, например. И повторится вооруженная агрессия со стороны Азербайджана по отношению к Республике Армении. Имеется в виду, это бомба замедленного действия на самом-то деле. А для Америки что дает это? Америка, в принципе, если имплементирует все, что связано с ТРИПом, Соединенные Штаты автоматически получают контроль над логистическими путями, которые имеют стратегическое значение для не только Азербайджана, а для всего тюркского мира, имеется в виду. Так что в этом соотношении я могу сказать, что Армения ничего не получает, а все, что остальное комментируется властями Армении, то, что что-то получает Армения, я могу сказать, что это для внутренней аудитории. На самом-то деле исключительно такого, что поднимает, можно сказать, какие-то интересы, которые закрываются для армянской стороны, нулевой. И даже экономические какие-то выгоды тоже, я думаю, что Армения не получает от этого. Потому что единственные экономические выгоды, которые Армения мог бы получить во время переговоров с Азербайджаном, если бы это была бы обоюдная блокировка всех коммуникаций со стороны Армении и со стороны Азербайджана. Симметричная, обоюдная разблокировка всех коммуникаций. А то, что мы сейчас видим, это односторонняя уступка со стороны Армении. Просто односторонняя уступка со стороны Армении, которая комментируется нынешними армянскими властями как триумф и как дальнейший аргумент в пользу псевдомира, который должно быть между Азербайджаном и Арменией.